Эдди Хелшин. Доброе утро, друзья. Так, ну уже утро не раннее. Я много чего успела переделать. Но все-таки немножко решила вам кое-что показать и снять. Телефон был у моего сына. Пришла за телефоном и, выходя, тоже мне понравились мои розочки, которые зацвели. Видите, все-таки эта одна розочка у меня хорошо ожила, которую я сажала осенью. Я вам говорила про нее. Ну, кто меня давно смотрит. Очень красиво расцвела сейчас. И вот этот львиный зев красиво расцвел. И видите, желтенькие тоже розочки. Масенькие, красивые. Уже, конечно же, последние. Гладиолус поздний расцвел. Календула, циния. Ну вот, все равно вот хоть и немного их, но глаз радует. Не знаю, сейчас посмотрю, как пахнет. Ой, друзья, это что-то пахнет бесподобно. Так, я много чего действительно сегодня переделала. Но телефон был у сына моего, он монтировал свадьбу. Друзья, я вам сразу скажу, что свадьба у меня вышла не так, как я хотела. Не смогла снять ее нормально. Я очень хотела ее нормально снять. Но, видимо, сглазили меня, как говорится. Видите, это розочки все-таки тоже. Вот эта роза вообще пахнет безумно. Ой, это что-то... Ну, ладненько, пойду. Пришла за телефоном и думаю, заодно и сниму. Так, у меня уже как будто бы болезнь. Все, что я делаю, мне хочется снимать. Вот с утра подмела здесь. Это мои арпектончики. Видите, вот эти вот мои перевертыши. Вон хочу показать вам моего перевертыша. Видите, какой перевертыш. Я его перевертышем называю. Мне 2 цыпленка с такими вот перьями, которые в другую сторону растут. День очень хороший сегодня. Здесь тоже все помыла, почистила. Вот согрела молоко, хочу просепарировать. И не стала его заносить в комнату. Думаю, давай-ка я его здесь просепарирую. И пошла за телефоном. Хочу сегодня зарезать 5 уток. Поставила воду вот себе кипятить, чтобы чистить их. Хочу сделать свекольный салатик какой-нибудь. Поставила варить свеклу. И теперь буду вот сепарировать молоко. И заодно мне надо еще на обед кое-что приготовить. Так, сейчас я половником зайду. Пока у меня грелось молоко, помыла все вот эти мои баки из-под этого канистра, из-под молока. Замесила себе тесто. Не дрожжевое, а другое. Хочу сделать пирожки с мясом, с вареным мясом. У меня осталось вареное мясо, которое сестра мне дала, когда я приезжала домой. Она много еды мне сегодня, говорю, сегодня тогда положила. И мы так поели, а теперь одно осталось. И вот решила все-таки сделать пирожки с мясом. Вчера, правда, делала пиццу, но тесто замороженное. Не стала его размораживать. Ну, сейчас я просто налью, не буду вам показывать процесс, как я все делаю, сепарирую молоко. Это у меня уже, по-моему, 2 раза. Просто я вам показала, что я буду делать. Сейчас поставлю молоко. И потом, пока молоко сепарируется, буду делать подготовку для пирожков. И пока у меня сепарируется молоко, я вот пропустила через мясорубку вареное мясо немножечко. У меня было. И вот теперь лучок. Ну, так, значит, лук я пропустила. И пропустила у меня вот замороженный жир. Но я его пропустила через мясорубку, чтобы там равномерно у меня разошелся и был поменьше. Вот такой вот. И теперь немножко красного перца, немножко черного перца. Посолить я уже посолила. И чуть-чуть добавлю водички, друзья. Так, вода у нас очень плохо идет сегодня, почти не идет. Ну, добавлю так, чисто немножечко, чтобы... Просто мясо вареное, оно не будет очень сочным.
стала пока штатив ставить, потому что еще на улице пропускаю молоко. Ну вот, друзья, теперь буду делать пирожки, как только закончится молоко сепарироваться. И будем обедать, потому что уже время почти обеда. Вот закончила я молоко сепарировать. Видите, ну, молоко было накуплено, конечно, как всегда у меня. Это у меня... Надо помыть сепаратор. Вот сметанка. Теперь надо быстро готовить обед, а то у меня Ибрашка уже 3 раза прибежал, то что еще не сделала пирожки. Так что... Так, принеси крышку от этой кастрюли бегом. Там в кладовке, наверное. И пойду теперь жарить пирожки. Пирожки у меня готовы уже, друзья. Эти с мясом, как я вам говорила. А тут Ибрашка, мой сынок, заявил, что с мясом он их не хочет. И пришлось сделать вот такие вот пустышки. Жалко, у меня сейчас телефон в руках, не на этом показала бы вам. Вот такие пирожки получились. Пышные. И такие же пышные, как говорила моя племянница, пирожки без ничего. Друзья, стол я накрыла, обед готов. Так, борщ вчерашний. Моська, ну, Моська села кушать сразу. Брысь, брысь, Моська. Борщ вчерашний, как я говорила. Но вчерашний борщ, по-моему, вкуснее был, чем свежий. Сделала быстренько салатик из помидоров с огурцами. И Брашка попросил, чтобы свежую сметанку туда налить. Ну вот пирожки без ничего. Пирожки с мясом вареным. Наш обед. И Брашка, позови бабушку, вернее, приведи ее. И все. Друзья, мы теперь будем обедать. Ну вот как-то так.